Добрый вечер. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара, в студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Позиция Абхазии остается неизменной. В МИД прошла встреча с сопредседателями женевских дискуссий. Оборудование на миллионы. Подарок челябинских таможенников. Бзанцы. Дисциплина духа и слова о первом президенте. Презентация книг Владимира Зонтаря в Абиги. Сегодня министр иностранных дел Абхазии Даур Кови встретился с сопредседателями женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, представляющими ООН и ОБСЕ, Анти Турунаном и Гюнтером Бехлером. Обсуждалась повестка дня предстоящего 41-го раунда международных женевских дискуссий, который состоится 10 октября нынешнего года. Сопредседатель женевских дискуссий от ООН Анти Турунан выразил надежду, что на предстоящих дискуссиях в Женеве удастся достигнуть прогресса по вопросу безопасности в Закавказье. Что касается позиции абхазской стороны, то она остается неизменной. На предстоящих женевских дискуссиях мы планируем поднять вопрос о правах, об ущемлении прав жителей Республики Абхазия, который выражается в том, что периодически мы сталкиваемся с отказом в предоставлении виз для жителей Абхазии и очень много других гуманитарных вопросов. Как вам известно, работа на женевских дискуссиях ведется в двух группах. Первая группа обсуждает вопросы, связанные с безопасностью, во второй группе обсуждаются вопросы, носящие гуманитарный характер. И во второй группе мы также намерены обсудить все эти вопросы, и в том числе вопрос, связанный с экологической безопасностью, которая на самом деле сегодня уже несет угрозу не только для Абхазии, но оно носит уже такой региональный характер. 15 сентября состоится заседание Кабинета министров Республики Абхазия, на повестке дня которого 25 вопросов, в их числе о внесении изменений в постановление Кабинета министров, о мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в Абхазии в рамках инвестпрограммы, о порядке предоставления субсидий организациям-экспортерам в рамках целевой программы поддержки экспорта в республике на 2017-2019 годы, об утверждении порядка предоставления государственной поддержки инвестиционных проектов, отобранных для предоставления государственной поддержки в рамках инвестпрограммы, о внесении изменений в постановление Кабинета министров о создании Государственной комиссии при Кабинете министров по монументальному искусству и другие вопросы. Государственному таможенному комитету Абхазии в дар от Челябинской таможни передали оборудование. Новая техника значительно ускорит движение через границу как пешеходов, так и транспорта. Рената Шакая расскажет подробности. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, представители Челябинской таможни в дар Абхазии передали технические средства таможенного контроля, в том числе всевозможные приборы для поиска контрабандных вложений в сыпучих гомогенных грузах. Это все делается для ускорения, для прохода границы. То есть здесь всевозможные есть приборы, и хайскан, большая рентген-установка, и малая рентген-установка, и приборы для проверки сыпучих продуктов. Все это делается для удобства. Прежде всего, мы всегда говорим, для удобства участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц, для быстрейшего пересечения границы. Стоимость всего оборудования почти 10 миллионов рублей. Один только рентгено-телевизионный аппарат стоит 3 миллиона рублей. Благодаря такому приобретению не нужно будет раскрывать как сумки, так и запечатанные коробки. При использовании данного аппарата мы будем осуществлять процедуру таможенного осмотра. То есть нам не будет необходимости вскрывать какой-то багаж или ручную кладь, соответственно. То есть мы по времени, опять же, сокращаем время таможенного контроля и ускоряем его, в свою очередь. И он более унифицирован у нас становится. Помимо досмотровой рентгеновой техники нескольких видов, на границе также будут установлены приборы для определения подлинности номерных знаков транспортных средств. Магнитно-аппаратный комплекс «Зоркий» Регуа-7505. В составе прибора лежит 3 функционала. Это прежде всего проверка подлинности автодокументов, проверка транспортного средства, ВИН номера транспортного средства и непосредственно проверка идентификации с помощью, соответственно, промежуточного магнитного носителя
мы делаем, значит, слепок номера, ВИН номера, и затем, соответственно, проверяем его на подлинность. То есть мы здесь видим, соответственно, что у нас 4 и 5 перебиты, ну и 9 по запросу. Ну, мы сейчас тестовый образец проверяли, соответственно. 5 сотрудников Таможенного комитета Абхазии уже обучены работе на новом оборудовании. Помимо этого, они будут проходить инструктаж уже на месте после установки техники. Предыстория вопроса такова, что наш Государственный таможенный комитет обратился с просьбой к коллегам из Российской Федерации, Федеральной таможенной службы. Был подготовлен перечень необходимого оборудования. К счастью, мы нашли там понимание, и по распоряжению правительства Российской Федерации, подписанное Дмитрием Анатольевичем Медведевым, Челябинская таможня привезла нам вот эти виды оборудования, которые вы видите здесь. Они имеют различный специализированный функционал для осуществления таможенного досмотра. И я думаю, что это нам будет существенным и хорошим подспорьем в осуществлении нашей работы. Механизированный досмотр с использованием оборудования гораздо качественно происходит, нежели это досмотр визуальным. И поэтому необходимость таких видов оснащения очень нужна и будет удобно и для тех, кто пересекает границу, и для работы таможенных органов. В ближайшее время оборудование установят и запустят в полном объеме на таможенном посту ПСО. Рената Шака, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Пресс-служба МЧС сообщает, в селе Адюбжа Чемчирского района сгорел одноэтажный дом. Пожар произошел сегодня во второй половине дня. На место происшествия выехали сотрудники районного пожарно-спасательного отряда МЧС Абхазии. К моменту приезда пожарных дом сгорел практически полностью. Специалисты предполагают, что возгорание жилища произошло вследствие короткого замыкания. Жертв нет. В Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля презентованы книги члена Союза писателей и Союза журналистов Абхазии, поэта, переводчика, автора ряда критических статей по проблемам современной абхазской литературы Владимира Зантаря. На презентации побывали и наши корреспонденты. Репортаж Налы Кофе. Поэт, публицист, ученый, общественный государственный деятель Владимир Зантаря начал свою карьеру корреспондентом газеты «Апсныкапч» и Абхазского радио. А в начале 90-х уже был председателем госрадиокомпании. Избирался депутатом Народного собрания, занимал пост министра культуры, а после вице-премьера. На каком бы поприще ни трудился Владимир Константинович, вся его деятельность, талант и творческая энергия неизбежно была направлена на единственную цель – служение своему народу. Он, конечно, одаренный человек, он свободно владеет пером как на русском, так и на абхазском. Прекрасно переводит стихи русских поэтов, абхазских поэтов с абхазского на русский. И все-таки он достойный литературовед и поэт. И мы решили показать всем читателям значимость его книг. В институте были презентованы сборник стихов Бзенца, удостоенный премии имени патриарха абхазской литературы Дмитрия Гуля, «Дисциплина духа», сборник очерков, статей и исследований, в котором раскрыты проблемы ментальности, этнокультурной идентичности нашего народа, проблемы русско-абхазских литературных взаимосвязей, а также книга «Слово о первом президенте», в которой собраны документы о Владиславе Ардзенбо, интервью и беседы с людьми, которые были так или иначе связаны с первым президентом Абхазии. Сам Владимир Константинович весьма скромно отзывается о своих работах. Осознанное желание передать свои мысли и чувства чуть-чуть, может быть, в плане обобщений философских. Мне кажется, кое-что удалось не мне судить, а читателям. Ну и даже друзья, которые обычно сдержанно очень дают оценки тем или иным вещам, они мне сказали, что это наиболее, из немного сборников стихов, более 10, но этот сборник в Бзенце, что наиболее удачный. Меня это радует, это вдохновляет. Мероприятие собрало всех, кто неравнодушен к поэзии, к творчеству Владимира Зантаря в частности, а также представителей интеллигенции, творческих кругов, коллег и друзей поэта. Встреча, безусловно, не могла пройти без чтения стихов.
Сбарзаджицу бацах, авапаш кваква накурш, адныка ахатаха суэйт. Кружай рыкло хамтак сквисып сирып жара, атра ахауэйт. Произведения Владимира Зонтаря широко известны как в Абхазии, так и за ее пределами. И это является неоспоримым свидетельством его выдающегося таланта. На Алакове Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Ну и в конце выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Днем воздух прогреется до плюс 33. Температура воздуха ночью плюс 21-23, днем 31-33 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.